книга, которую вот я держу сейчас в руках, приоткроет нам некоторые тайны, возможно, и, конечно же, раскроет такие моменты, которые вот смогла увидеть именно киношный критик, потому что критик кино. Потому что все вот думают, что кино очень хорошо все знают, но на самом деле детали, там, особенности и так далее, это совсем, конечно, другая наука, можно сказать. Поэтому благодаря таким людям, как Альбина Степановна, мы можем открыть для себя мир кино именно вот с этой стороны. Эта книга, она родилась во время пандемии, когда вот мы все разбирали свои там архивы, завалы, аккуратненько собирала все эти публикации, вырезки газетные, там тексты у меня, там черновики. И я так подумала, интересно, оказывается, кто это так интересно написал? Я не узнала свой собственный слог. Оказывается, это я писала, вспомнила, думаю. А вот жалко, что они все разбросаны, как бусинки, их бы собрать и посмотреть, что из этого получится. Это сборник рецензий, статей, интервью, встреч, репортажей, которые произошли на протяжении последних 20 лет, начиная с 2006 года. И то не все вошло, там 1/4 часть ушла за борт. Это отражение того времени, как делалось кино и как оно воспринималось зрителем, допустим, мной. Да? Вот сейчас бы я, наверное, по-другому писала, вот те рецензии. Но я тогда была восторженным, так сказать, патриотичным зрителем, которая радовалась общим успехам, каким-то продвижкам якутского кино. И, соответственно, вот такая тональность, она позитивная, она отразилась. Я хотела отразить эпоху, как оно начиналось, наше кино, какие шишки набивали режиссеры, как они мечтали и как потом у кого-то получалось претворить в жизнь замысел, а у кого-то нет. В детстве ходила в кино практически через день. Ну, у нас было 3 клуба, там репертуар менялся, ходила там на старые фильмы, на новые фильмы. Все-таки мирный, город мирный, он был в то время молодой, развивающийся, и, соответственно, не только экономически, но и, так сказать, информационно он пополнялся более свежей информацией. И все новинки кино, они были, как говорится, вот как сейчас идут премьеры раз в неделю, и тогда это было доступно. Папа меня повел в кино, лет 5, по-моему, было. Я увидела мультфильм «Дикие лебеди». Страшная сказка на ночь была. Очень переживала по этому поводу. И вообще для меня было очень странным, когда рисунки оживали. Из художественных фильмов первым меня потряс фильм «Война и мир». Я училась в 3 классе. Меня потрясло, как так можно снять планету Земля сверху, как можно летящей камерой снять Бородинское сражение. Ребята, вперед! «Война, мир, любовь». И это меня потрясло. Я на этот фильм ходила 3-4 раза. После этого фильма, он до сих пор для меня остается загадкой, как это было снято, я стала себе коллекционировать актеров. Более того, у меня был блокнот с записями. Оценивала фильмы по 10-бальной системе. Плюсики ставила, иногда минусы ставила. Я собирала девчонок на крыльце, мы жили в деревянном домике, там лавочки были, и рассказывала им фильмы, которые я смотрела вот вчера, допустим. Они меня слушали, а потом говорили: слушай, мы сходили на этот фильм, но ты рассказываешь гораздо лучше.
И так я вот вела вот такие россказни на протяжении там 2-3 лет. И там клич раздавался во дворе. «Эй, все собираемся, Альбина снова будет рассказывать нам про кино». Ну, может быть, вот это, ну, как сказать, желание поделиться, обязательно оценить то, что я увидела, оно меня преследовало всю жизнь. Потом у меня был такой интервал, когда вот, ну, 90-е годы, там, 80-е, студенчество, не до этого. Но потом вот в 90-х опять у меня пошла какая-то тяга к насмотренности. У меня какое-то желание, что вдруг я не успею посмотреть тот самый заветный фильм, который я должна увидеть, и это меня должно просто уложить на лопатки, и я должна удовлетвориться. Все это последний фильм, самый настоящий фильм моей жизни. И я просто, видимо, и живу для того, чтобы... Вот когда есть желание у книголюбов дойти до своей книги, я хочу дойти до своего фильма. Но пока еще такого фильма я еще, ну, не получила. Я больше люблю драмы на реальных событиях, ну, чтобы это было вот как-то фантастика, она мне нравится, но чтобы она была реалистичной такой, близкой к жизни. Нравится так, драмы, триллеры очень нравятся. Не хорроры, а именно триллеры. Вот чтобы саспенс, чтобы как-то неожиданность, непредсказуемость была. Ну, а комедии и путешествия, приключения – это уже на втором плане. Помните, Потапов снял «Любовь моя»? Кстати, это очень громкая премьера была. И это первый полнометражный фильм, который собрал кассу неплохую и был достаточно, ну, грамотно преподнесен прокатчиками. Все знали о том, что будет такой полный зал. И вот этот интерес к этому фильму, хотя фильм сам по себе, конечно, там местами спорный, но очень интересный. Ну, потом вот «Тропа смерти» Толи Сергеева. И вот такое было ощущение, что вот что-то надвигается, что ребята там стали уже снимать, ну, талантливые, неталантливые, в меру способные, но все рвались снимать кино. И вот ищут золото, да, отмывают, и обязательно самородки найдутся. И после этого, вот когда мы как раз вели однажды вечером «Кегалик», ну, вот развлекательные программы. И вот тогда я предложила, давайте туда, в эту цикл программ, вклиним кинозавод. Потому что, ну, какая-то востребованность вот чувствовалась. И вообще киношники, они уже тогда рвались на эфир, ну, в разных передачах, в разные, и рвались, чтобы поделиться. Им хотелось вот показать свой труд, похвастаться, в конце концов услышать какие-то мнения, отклики. И вот чтобы удовлетворить вот эту их потребность, наверное, и создавалась эта программа «Кинозавод». Они приходили, ну вот как киношкола, какая-то площадка, чтобы обсудить, показать хотя бы фрагменты и заметить реакцию зрителя. И мне кажется, вот в этом плане мы какую-то миссию вот таких наставников, каких-то советчиков, друзей. Хотя мы сами купались в этой среде, сами тоже мечтали увидеть какие-то фильмы, ждали. Ну, я думаю, что мы дождались. И потом, когда я всегда говорила вот ребятам, которые приходили, это вы сейчас стремитесь, стоите в очереди в студии, чтобы попасть в следующий выпуск «Кинозавода», но наступят времена, когда лет через 10-15 вы будете там стоять в очереди со статуэтками уже. И мы будем говорить в очередь. И дай бог, кто-нибудь позвонит и скажет: «Привет, иду к вам с Оскаром». Да. Но я надеюсь, что такие времена настанут.
При всем многообразии жанров вот наши молодцы освоили практически все жанры. Я как-то посчитала более 25 жанров и даже поджанров, там, считая слэшеры всякие кровавые и прочее. Все освоили. У нас нету жанра только крутой фантастики. Ну, нам еще жить дожить, конечно, до этого, до блокбастеров, поэтому никто не берется. И такой изящной эротики. Этого у нас тоже нет. Тоже надо учиться этому, жить и жить, шагать. Но вы знаете, чего не хватает? Мне лично, я люблю вот какие-то исторические фильмы, драмы, вот типа «Король говорит», вот такие там про исторических личностей, про писателей, там, про поэтов, ну, тех же певцов. Вот у нас жанр байопик совершенно не развит, ну, никак не освоен. Ну, что у нас был? Айола, да? Ну, вот, певец, да. И вот про спортсменов, там, «Триумф» и прочее. У нас снимают биографические ленты только вот о тех, кто на поверхности, на слуху, о чемпионах, о звездах, ушедших от нас. А вот покопаться в истории как-то, видимо, не судьба. Вот мне очень интересно, вот какие были якуты, да, вот интеллигенты на стыке веков, когда с конца века и переходили вот в систему советскую, как они переживали этот переход. А мы о них знаем только из учебников, ну, что пишут в книгах, они более отшлифованная информация, что написал, там, где был, на каком съезде и прочее. А вот личная жизнь, драмы внутренние этих людей мы не знаем. Поэтому я вот всегда, даже на питчингах кто-нибудь замахивается на какую-нибудь дореволюционную тему, там, о купцах тех же, да, всегда только за. Хотела бы посоветовать, порекомендовать кинематографистам, если им интересен вот этот жанр, байопик, обратите внимание, что были такие люди у нас. Как-то меня и спрашивали, фильмы, какие не стыдно показать миру. Ну, это фильмы Бурдашева, Давыдова, Прокопия Бурцева. Он хотя отдельным столбом стоит, у него там один ферл на слуху, ну, что мы помним. Мункуев Владимир. При достаточной подпитке финансовой они могут горы свернуть и заявить о себе миру. Мне особенно нравится опыт Степана Бурдашева. Видимо, судя по тому, что он экономист по образованию, это ему помогло. Он сумел продать вот свои фильмы стриминговой известной компании по всему миру. Он шагает вот именно в этом направлении и показывает пример, так сказать. Все-таки зависит от режиссеров, от того, какой внутри у него гвоздь в голове, допустим, да, вбитый. И все зависит от его упрямства и от его какой-то, ну, цели заданной. Вот я знаю, что вот ребята есть, которым достаточно летом снять фильм, заработать себе на шубу, там, жене на шубу, там, себе машину, звезд с небес не хватает, им этого достаточно. А есть ребята, которые вот пытаются прорваться за пределы, ну, хотя бы региона. Да, там. А надо стремиться вообще... зритель должен быть мировой. Вот когда снимают кино, они же для наших снимают, это хорошо, когда язык, есть эффект узнаваемости, вот тот же вот сенокос, деревня родная, там, родные лица, говор. Это здорово. Но должны быть и фильмы, которые все-таки нацелены прежде всего с установкой на мирового зрителя. И тогда он будет понятен. Как это происходит? Мне кажется, это происходит не только, если ты вооружишься знанием, это происходит даже от магии твоей мысли. Вот если ты видишь мирового зрителя перед собой, пусть это будет латиноамериканец, филиппинец, француз, ты видишь его, ты ему хоть какими-то знаками, флюидами донесешь свою мысль по-любому. И мне кажется, в этом отношении Бурдашев
очень хорошо, верно идет, верным путем. И никогда не делать пауз, никогда не делать, ну все, я снял фильм, все, теперь буду думать над следующим. Да, думай, ну, быстро, и делай шаги по отношению к цели. Прорвутся по-любому. Ну, по крайней мере, это к тому и идет. Книга вышла, я бы сказала, случайно. Она не планировалась, потому что средств никаких, в принципе, не было. И на горизонте даже это не грезилось. Да. Просто Георгий Николаев, ну, вы знаете, наш энерджайзер якутского кино, работающий в кинотеатре «Лена», он говорил: твое дело написать, а там дальше, типа, кривая вывезет. Я говорю, ну как, просто так? Да, собери, а потом у тебя все раз и готовенько будет. Я собрала вот это досье, пресс-релиз, и мы пытались там, ну, ряд питчингов там на грант. Ну, там, конечно, только фильмы поддерживали, книги нет. И говорит, пусть отлежится, и она сама призовет обстоятельства. Так получилось, что да, она призвала и немножко денег, и немножко обстоятельств. И я пошла в издательство «Аяр». Там они, в принципе, сразу взяли, так сказать, в оборот. Сказали, это будет первая книга, первая ласточка о якутском кино. И каким-то чудом еще выбили субсидию Министерства цифры и коммуникаций Российской Федерации. Я раньше скептически относилась к таким вещам, как вот надо визуализировать мысли, там, надежды, там, нарисовать карта желаний. Там. Никакой карты желаний не было, но была мысль действительно, что она должна, книга обязательно выйти, обязательно, ну, хотя бы при жизни. Как бы, да. Вот как-то однажды Марианна Сигинс сказала, как она пробивалась на Берлинский фестиваль с фильмом «Ичи». Писала письма, говорит, ты знаешь, говорит, сколько писем, говорит, около 30, больше, говорит, надежд уже никаких, и ты знаешь, одно из 30 выстрелило. И вот с тех пор, говорит, надо вот методом проб и ошибок падаешь и встаешь снова, не теряя надежды. И вот таким образом, когда делаешь действительно маленькие шаги, тогда из маленьких шагов получается один большой. Сначала бум, потом феномен, а сейчас мы называем это явлением. И явлением также можно и назвать славную традицию НВК «Саха», когда Лидия Васильева открыла целую серию фильмов, сериала «Ыллылар. Соседи». Kabarya, anu beli bedere bena baru hut lagi kutan yaktır. Я считаю, что вот с тех пор публика, наша благодарная публика, до сих пор находится на игле. Она подсажена очень мощно в этом плане, и она требует нового. И хорошо, что современное поколение телевизионщиков подхватили эту традицию, и в 2021 году создалась служба сериалов на НВК «Саха», и в 2022 году была такая громкая премьера финальной серии в формате полнометражного кино «Харчи». Лена Эверстова тогда пригласила. И вы знаете, я испытала вот такое чувство неожиданного какого-то шока, когда я пришла в зал, и зал был полон, ну, не то что полон, переполнен стоящими еще по бокам зрителями. И причем зрители была такая молодая аудитория, студенты. И причем они пришли какие-то увлеченные, они были уже как бы подготовлены, они знали персонажи, сюжеты, вот эти все интриги и в ожидании, чем же это все кончится. И я подумала, что это совершенно другая какая-то планета, другое племя людей совершенно. Это
не те зрители, которые приходят на Бурнашова там, или на Потапова. Они немножко другие. Значит, у нас и зрители тоже как бы расширяют свои мощности восприятия. И потом вот пошли следом каждый год НВК дарит нам новые сериалы. И вот даже недавно исторический был от Джилстан. Это вообще уход в другой век. И вы знаете, у меня вот такая надежда, даже более, скажу, уверенность в том, что в этом направлении уже наблюдается такая тенденция роста, увеличить не только сам процесс отшлифовать, совершенствовать, а углубиться в темы. Исторические саги, семейные саги, экранизация классиков якутской литературы. Я просто это уже визуально вижу, что это, несомненно, произойдет вот такой прорыв. И два ТЭФИ уже свидетельствуют о том, что порох есть и что все еще впереди. А что касаемо вот по качеству, ну, скажем, вот то, что мы видим в телесериалах, и то, что видим на экране у якутских режиссеров, ни в чем не уступает, даже более-менее интересные такие ходы находят режиссеры, и актеры тоже ни в чем не уступают по своей игре. И мне кажется, что со временем якутские сериалы уложат на лопатки художественное кино Якутии. Чем больше будет книг, тем лучше. Будут разные взгляды, да, обсуждать, вот это все, распространяться, дискуссии, какие-то общения. Вот тогда и будет движение. На мой взгляд, кинокритика, она могла бы способствовать развитию якутского кино. Мы же ставим цели достичь мирового уровня, и поэтому, конечно, здесь путь очень такой трудный. Трудный от слова «труд», здесь надо много трудиться, и, конечно, вот не быстрый труд, да. Поэтому вот, конечно, хотелось бы, чтобы кинокритиков было бы побольше. И, кстати, вот насчет критики, вот я, если прихожу к театралам, они говорят, нет театральной критики. Прихожу к писателям, говорят, нет литературной критики. Но на самом деле время изменилось. Может быть, такой критики, которая была вот в советское время, такой уже и не нужно. Сейчас больше мнений, рецензий, да, они ценятся. Но, конечно, научные исследования нужны. Чтобы наше кино не просто было феноменом, который набило уже оскомин это слово, да, а являлось именно культурным явлением, нам бесспорно надо сейчас больше писать, я так думаю. Потому что обычно анализ, рефлексия происходит через какое-то время, не сразу по следам. Да? Поэтому все эти периоды и так далее, как это все было, это очень интересно. И заметьте, что мы говорим, что изданий немного, но на самом деле давным-давно уже в той же Европе изучают якутское кино, следят за нашим творчеством. Есть даже и специальные академические издания, вот, например, та же «Кинокультура» от доктора Биргит Боймерс, где очень много прямо статей про якутское кино на английском языке. И целый даже номер посвящали. Вот. И, конечно, мы всегда, как у нас бывает, немножко сами запаздываем, возможно, да, или, может, у нас школа такой академическая в этом направлении пока еще не сильно развита и есть, да, то, по крайней мере, шаги уже есть. Я этому факту очень радуюсь, и, бесспорно, эта книга, она является как бы тоже вот в копилку вообще этого движения. Хочется писать прозу художественную, историческую. Вот, хочется вот написать сценарий, который бы у меня купили с руками и ногами. Вот прямо вот хочется, а о чем я не знаю. Но если это зародилась какая-то мысль, наверное, надо делать в этом направлении шаги. Это раз. Во-вторых, а хочется еще, знаете, вот, ну, жаль, время упущено, надо было в молодости этим заниматься. Хочется заниматься стендапом. Вот где-то попробовать себя, это, покуражиться.